собрали самые важные предложения от граждан Таджикистана. Джамалиддин Абдулазода 5 мая Насималимзода был снят с должности министра здравоохранения АРТ. Новым главой ведомства стал Джамалиддин Абдулазода, бывший директор больницы Истиклол. Пользователи интернета стали обсуждать, какие же задачи стоят перед новым министром. А мы собрали самые главные. В общедоступной группе на Facebook Таджикистан Азиз Закиряев задал вопрос: уважаемые участники группы, какие приоритетные задачи должен решить министр здравоохранения на сегодняшний день? В комментариях собралось около 500 всевозможных советов, рекомендаций, просьб и обвинений. Три главные задачи объявления всеобщей самоизоляции или режима карантина. Главные аргументы: противодействие быстрому распространению болезни, неэффективность рекомендационных мер. Пишут и о более насущном: нечем платить зарплату и аренду, доходы критически сократились. Есть предложение о режиме эпидемиологической ЧС. Обеспечение медиков защитными костюмами. Таджикский интернет с конца апреля наводнен сообщениями о недостатке средств защиты у тех, кто на передовой линии борьбы с коронавирусом. Врачей и медперсонала. Активные граждане в Душанбе и Худжанде даже организовали сборы, чтобы решить эту проблему. Публикация прозрачных данных по заражениям и смертности. Немного неожиданно, но среди наиболее популярных запросов была именно информация. Требует активизации работы штаба. По примерам других стран, ежедневную статистику, отчеты по госканалам. Новому министру посоветовали как можно скорее организовать пресс-конференцию, предоставить подробный анализ ситуации и четкий план действий. Салиджон Джураев, министр, в первую очередь, должен разобраться, кто и почему скрывал коронавирус, и правильно ли был поставлен вопрос о профилактике пандемии коронавируса в стране. 7 проблем пространства, медикаменты. Многие пользователи сошлись в том, что у нынешней системы здравоохранения множество недостатков. Во-первых, нужно обеспечить больше мест для больных, количество которых в ближайшее время будет только увеличиваться. Под эти цели можно использовать пустующие спортзалы, гостиницы, мечети. Во-вторых, оснастить все больницы аппаратами и в целом обновить технику, а также проверить наличие и качество лекарственных средств. В-третьих, врачей в инфекционных отделениях сейчас не хватает, поэтому нужно усиливать их ряды другими медиками, а также привлечь к работе ординаторов, интернов, возможно бывших врачей. Всем им организовать необходимую преподготовку. Назначить заместителями или советниками министра опытных эпидемиологов. Катуинфар Музава, поручить специалистам провести анализ и доработку протоколов и алгоритмов ведения пациентов по тяжести состояния, включая домашнее лечение и вопросы захоронения в соответствии с требованиями ВОЗ. Утвердить их и разослать по всем учреждениям. Забота о медиках. Здесь просят поднять зарплаты, обеспечить бесплатным питанием, транспортом, покрыть расходы связи интернета, а также создать зону отдыха или временного жилья для врачей. Бесплатное лечение зараженных. С тех, кого не обошел стороной коронавирус, просят не взимать никакой платы. Кроме того, просили снизить цены и, по возможности, сделать бесплатный КТ. Наимова-Зеба, организовать места, где можно сдать анализы на антитела. Может 50% населения уже переболели этим вирусом. Контроль цен на лекарства и их наличие. Пользователи отмечают, что в аптеках взлетели цены, причем не только на противовирусные препараты, маски и антисептики, но и на все остальное. Контроль распределения гумпомощи. Таджикистан получил много поддержки из-за рубежа. Деньги, медикаменты, средства защиты. Однако, пользователи подозревают несправедливое распределение этой помощи и даже присвоение. Требуют наказывать за это. А для контроля привлекать красные полумесяцы созданные добровольные фонды. Коронавирус в Таджикистане. Врачам все необходимое покупают простые люди. Обратиться за экспертизой к другим странам. К борьбе с коронавирусом просят привлечь специалистов Китая, России, Узбекистана и Германии. Сложную ситуацию хорошо описывает не только активность под постом,
но и характер просьб. Некоторые из них максимально точные и небольшие. Например, починить лифт в больнице Карабола. Просят также устранить перебои с водой в больнице Истиклол. Пользователь Расул Зода Павел предлагал даже не повышать зарплаты, но создать условия в больницах, готов сам бесплатно работать. Еще 5 предложений: сделать бесплатный интернет. В первую очередь для линий консультаций с врачами, важных источников информации. Не увольнять честных врачей. Тут пользователи говорили о неоднозначном уходе Сабирджона Сабирова с поста главврача Сагдийской областной больницы. Не забывать о других больных. С приходом коронавируса другие недуги, к сожалению, никуда не делись. Доступная диагностика и массовое тестирование. Несколько человек высказались за то, чтобы провериться на COVID-19 могли люди с легкими симптомами или без симптомов вовсе. Не скрывать реальные цифры заразившихся и умерших от COVID-19. И не писать причину смерти: пневмония. Быть честным и работать на благо народа. Тут и добавить нечего.